Правильные слова, но я хотел бы уточнить по оружию. Вот твое личное мнение. В Украине сейчас происходят, как ты перечислил, такие вещи. Вы хотите сказать про легализацию ношения краткоствольных стрельных оружия? Да, давайте. Вот, значит, и вот ощущение такое, что действительно, если бы люди знали, что может быть хотя бы человек оружие, кого-то, может быть, и остановило бы. Да, вопрос прямой. Вот ты лично как... Отвечаю. Да. Значит, по социологическим опросам не больше 9-10% граждан отстаивают идею ношения краткоствольного огнестрельного оружия. На самом деле, Айдар, у нас в Украине разрешены все виды оружия, охотничье оружие. Заходите в магазин, пожалуйста, там есть винтовки, которые стреляют на километр. Охотничьи, спортивные, какие хочешь. Если ты хочешь защитить свой дом, тебе достаточно купить помповое ружье, которое стоит 4000 гривен. Уже это помповое ружье, если оно у вас есть дома, вы остановите любого грабителя. Если грабителя предупредите, выстрелите в воздух. Если он не остановится, можете стрелять на поражение. Что касается короткоствольного оружия, пистолетов, то их ношение у нас в Украине запрещено, кроме сотрудников правоохранительных органов и тем, кому они достались в виде наградного оружия. Таких людей не больше 5-6 тысяч в Украине. И активно награждаются в том числе и бойцы АТО, и те, кто заслужил это своим долгом и службой перед Украиной. Я изучал статистику на Западе. Так вот, на Западе нет прямой корреляции между ношением огнестрельного оружия или владением короткоствольным огнестрельным оружием и снижением уровня преступности. В Великобритании преступность, например, в виде убийств, в 5 раз меньше, чем в США. В Великобритании запрещено короткоствольное оружие. Там еще 10 лет назад даже полицейские не носили пистолеты, да, пока их не начали убивать на улицах исламисты. Сейчас они стали носить оружие. Поэтому нет прямой корреляции. Молдова, которая разрешено короткоствольное оружие, его в свое время разрешили, потому что Молдова боролась с сепаратизмом Приднестровья, там уровень преступности в 1,5 раза выше, я говорю об умышленных убийствах, чем в Украине. И еще в Америке, если смотреть статистику, тысячи, если десятки тысяч случаев, когда люди просто, напившись, начинают играться с оружием и ранят других людей. Дети берут пистолеты родителей и просто-напросто, не осознавая, что они делают, но есть видео страшное в интернете, его, правда, убирали, как 6-летняя девочка выстрелила себе в голову из пистолета папы. Поэтому есть момент, нюанс. В Америке там сотни миллионов единиц оружия на руках. Они даже сами не знают сколько. И все это не столько бывает защищает людей, сколько создает проблемы для самого общества. Постоянные новости о расстрелах, вы знаете. То 30, то 50 человек расстреляли. Еще раз повторяю. Если вы гражданин Украины, вы имеете полное право приобрести хоть 10 единиц охотничьего огнестрельного оружия. Если кто-то прилезет к вам в дом, и вы будете его предупреждать, что у вас есть оружие, что это ваш дом, этот человек не остановится и будет на вас наступать, вы берете ваше оружие и стреляете в этого человека. В прошлом году в Киевской области на дом гражданина напало 3 бандитов, очень опасных. Взяли в заложники его жену. Муж в это время схватил охотничье ружье и выстрелил в голову одному из нападавших. Остальные разбежались, нападавший умер. Как потом оказалось, этот нападавший был в розыске за несколько умышленных убийств. И этот человек получил наградные часы от начальника полиции Киевской области. Он освобожден от ответственности, потому что он защищал свой дом. Поэтому дискурс о том, что нужно разрешать короткоствол в Украине, мы это видим, поддерживают постоянно Российская Федерация. Они постоянно вбрасывают эту тему регулярно. Ее берут наши медиа постоянно, постоянно играющие. Потому что эта тема настраивает радикально настроенных граждан, в том числе ветеранов АТО, против власти. Что типа вот мы бы хотели, как на фронте, ходить с огнестрельным оружием, мы бы хотели бы, извините, иметь дома десяток гранат, а власть плохая не дает. Я хочу напомнить, что на прошлой неделе в Киеве взорвался автомобиль «Волга», припаркованный во дворе, помните, да? 4 детей получили тяжелейшие ранения, 1 ребенок до сих пор в коме при смерти. Почему? Это владелец этой машины, атошник, привез гранаты. И он решил таким глупым образом защитить, как ему казалось, свое имущество, которое спрятал, никому было короче говоря. Он не только спрятал, он заминировал свою машину, он в бардачок положил гранату, которая взорвалась от того, что дети залезли в эту машину и дернули за крышку бардачка. И мальчик один просто находится в коме, в присмерти. А вот какая, Антон, за это какая ответственность? За это будет долголетний срок тюремного заключения. Этот человек задержан. Он же, кстати, когда узнал об этой трагедии, он попытался сделать ноги, выехал в сторону западной границы, его задержали в Ровно. Полицейский, он сейчас помещен в следственный изолятор. Это будет ответственность, я думаю, лет 7-8 за нанесение телесных... Не только. Это кроме хранения запрещенных видов оружия взрывчатки, это будет еще нанесение тяжких телесных повреждений детям.
которые фактически он сделал умышленно. То есть он, когда минировал свою машину, он предусматривал, что Кто-то может залезть. Да, кто-то может залезть. Он думал, что это покалечит воров, но даже если бы это были бы воры, а не дети, то все равно это закон запрещает делать, потому что это заранее спланированное нанесение телесных повреждений или убийство человека. Дай бог, чтобы, кстати, этот мальчик раненый выжил. Дай бог, действительно, ужасная вещь. У нас у сотрудницы, там, вот как раз это сын ее знакомой.